Ну вот. Сегодня мы решили выбраться в лес. Посмотреть на это, как его? На... Ой! Провалился. Ого! У нас снега по пояс еще. Ёлки-палки. Как же это выбраться-то? Что значит отойти с буранового следа, да? Ладно, скажу. Решили в лес сегодня выйти. Еще разочек. Снег не держит, только по бурановскому старому следу держит. Снега много выпало. Опять. Тепло, плюс 7 градусов. Я уже снег набрал. Надо вытряхаться. Снега много. Собачка, вот она. Не ходи, будет, тоже провалишься. Тряхайся. Да, я не один, я С собакой. с собакой. Которая снимает. И с другом своим вышел. Ну что тут сказать. Идем в лес. В лесу красиво. Опять я не взял штатив. Приходится у меня руками все. Это у нас середина апреля, а снега по пояс. Снега по пояс в лесу. Ищем место, хоть костер сделать. По снегу еще можно ходить. Хоть не нас под снегом, ну можно ходить. А? Не будем здесь вставать? Давай встанем где-нибудь. А? О. Ну, тут можно костер поставить. Ага. Здесь есть. Человек уже место нашел. Хороший человек. Сидуша. Да. Вот как он топчется, и даже снег не проваливается. Ага. Какой крепкий нас. Опа! Только-только. И сразу. Булька куда-то ушла. Где она бродит? Ты сеточку брал? Нет. Берет, под костер положим. Ага. Вот он процесс выкладывания основания под костер. Булька помогает, смотрит, что все правильно было. А то все неправильно можно положить. А тут такой контроль бульчий. Вот сюда вот, Игорь, ложи. Между ними. Буля. Видишь, дерево. 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 Вот так добыли мы Дрова. дерево, правильно? До костра. Ладно. Что Буля говорит? Идите сюда, говорит. Тут костер будет. Чего вы там-то шаритесь? Пора есть, говорит, да. О, сильный какой, а. Взял, сломал коленком. Тоже люблю тебя, Буля. Вот специалист по кострам. Разжигает костер.
Собачка дрова принесла. Кусай. Конечно. Ради этого вышли покусать. Вот это так тепло, а? Это офигеть. А ты тепло оделся, да? Я легко оделся, я вообще легкую эту самую взял. Офигеть. Хорошо. Вообще. Это костер, солнце. Солнце, ага. Опять морды красные будут у нас. От солнышка, от этого, от снега. Они что? У нас одинаковые. А здесь такая штучка? Нет. Арктика. Нет. Значит, у тебя Нет. Антарктика. Марка написано. О, пожалуйста. Да. О, мне печенье есть. Украинское? Нет. Хорошо. Опять мы в лесу. Опять у нас счастье. Да? И так через каждые 2 дня. Да. Мы ждем, когда снег. Счастье не прекращается почти, что только отдохнешь от него, чтобы почувствовать его в силе. Раз, а опять счастье, опять погода. Полный штиль, солнце, снег, лес, буля. А у нас хороший день, и помидоры мы едим. Созрели помидоры. Созрели помидоры, да? Вот. 2 термоса выпили чаю, и еще чай хочется пить. Повесим, повесим. Чай. Все. Буля, ты обязательно в яму хочешь зайти? Мы вот тут с другом возле костра сидим. Вообще у него истории есть всякие интересные, еще больше, чем у меня. Такие замечательные он истории рассказывает о своей жизни в лесу всякой. Сейчас попробуем, может, попросим его, может, что-нибудь расскажет. Сейчас проверим. Ну, вы можете какую-нибудь историю нынче? Ну так сразу же не расскажешь. Это же надо, чтобы к чему-то она была. Да. А Так-то мы с тобой сидим, можем рассказать, а на камеру тяжело рассказывать. Понятно. Сейчас Если бы она стояла и все время снимала. Сейчас не к чему рассказывать, да? Сейчас пока не зреет, ну, не созрело еще ничего в голове. Ну, ладно, посмотрим, что у нас тут. О, костер горит вовсю. Всю. У нас тут, оказывается, костер-то прогорел. Ну вот, кипел чай. О, все. Будем пить чай. Специально сделано. Тряпеньком. Ах, какая горячая собачка. Нагрелась у наша собачка. Хорошая собачка. Вот. Мы не просто сидим, молчим. Мы разговариваем. Мы разговариваем, когда камеру выключаем. Да, девочка, да. Ешь. Садись. Вкусный чай, да? Наверное. Чай вкусный. Собачка у нас успокоилась. Спит. Андрюха коврик ей постелил. Теперь она на коврике спит. Все. Снег в лесу проваливается. Уже стало тяжело ходить. Вот, видите, раз и все. Иди сюда, иди. О.
Сегодня без сеточки мы. Костер немножко провалился у нас. Теперь его снова делаем. Вот мастера. Раз и все, и огонь появился. Говорит, куда ты ушел? Ну что ты заговорила? Вот, смотри, мы даже смотримся там, да? Надо немножко вот так еще повернуть, вот так. Угу. Дым пошел. Вот сидим. Нам нечего рассказать интересного. У нас столько историй. Внутри. Ага. И все внутри. Мы только что рассказывали всякие истории, как мы ездили на мотоциклах, вот, по плохим дорогам, на мопедах ездили в советское время. На 100, на 200 километров. Ага. И так, Такие места, которые только зимой можно добраться, когда лес валит. да. Очень красивые места были. Да. А сколько случаев было? Да. Однажды поехали. Я на Туле и Горяха на Туле с коляской. Поставили мотоциклы. Когда свистит, то не будет слышно. Поставили мотоциклы на бугре. Пошли, спустились в ручей. А потом подумали, а может надо переставить мотоциклы. Поднялись, назад вернулись. Переставили мотоциклы. Ушли на рыбалку на 2 дня. Пришли с рыбалки, а была гроза в этот момент, когда мы ушли. Сильная гроза с ветром, с дождем. Когда мы вернулись, и там, где у нас первоначально поставили мотоцикл, лежала огромная лиственница в 2 обхвата. Упала прямо на это место. Поперек дороги. Да. Нам пришлось потом мотоцикл через нее на руках переносить, чтобы выехать оттуда. Отодвинули-то всего на 5 метров Да. мотоцикл. Магическая история. А вот если бы не передвинули, все, у нас мотоцикл раздавило бы просто в щепу. Ага. Что-то дернуло нас. Мы уже отошли метров 20, наверное, или 30. И что-то дернуло нас переставить мотоцикл немножко подальше. Вернулись же. Вернулись, да. Ага. Передвинули их и пошли дальше, ничего не подозревая. Но потом, на следующий день, конечно, мы удивились, когда лиственница такая На этом месте лежала. поперек, Да? ага. И А это было километров, наверное, 150-170 от ближайшей дороги проезжей. Ну да. В лесах далеко-далеко. А у нас мотоциклы были Тула. Самые классные мотоциклы. Тула или Тулица? Тула. Тула назывались. Тулица это мотороллер. Да, с широкими колесами. Вообще, мы еще их переделывали. Во всякие, делали там магнитол ставили. Всякие там коляски к ним приделывали. Вот, звездочки перетачивали. Ну, Горяха вот 4-колесный из него сделал. я из него сделал 4-колесный. Он был у меня квадроцикл, настоящий квадроцикл. Еще Тогда в еще советское- квадроциклов не было в помине. Да. И ездили на рыбалку в основном. Заезжали в такие места, где вообще люди на технике никто не ездил. Ну, кроме тягачей, стрелёвщиков, ну, они там не ездили даже. У нас была собачка, в точь-в-точь такая же собачка. Ее звали Тайга. Опа, попал. Таким же цветом собачка была. Вот. Брали ее с собой. Но она меньше была, в 2 раза меньше, наверное, по размеру, да? Ну, поменьше. Потому что я ее иногда в рюкзаке за спиной возил. Друг попросил рассказ про дикие места. Как-то мы решили, смотрели карты старинные. Тихо, надо с ней разобраться. Старинные карты смотрели. И по этим картам увидели дикую речку. И решили туда зайти. Туда надо было на лесовозе далеко ехать, очень далеко. А потом идти еще дольше. Это в старые года еще, до 90-х Это лет. еще Советский Союз был у нас. Да. Не у нас, вообще в мире. В мире, да. Вот, и мы туда шли
2 дня, наверное, пешком шли. Ну да. Рюкзаки у нас были такие неподъемные, что аж это самое. У меня, когда назад шли, оторвалась половина рюкзака. Лямки остались, а рюкзак вывалился, порвался. Ну, тогда мы были молодые, сильные ребята. да. Только груз на себе таскали. Вообще. Тогда еще, когда не было ни пенок вот этих туристских, ходили с этими с телогрейками. С ермаками, рюкзаками. Да. Примерно. Вот, и, короче, дошли мы до этой дикой реки, вышли на нее. Она небольшая, наверное, метров 6 всего шириной, верховье дикой реки. И заросшая вся, ни человеческого ничего нету. Ни троп, ничего. А шли по лесу, по визирке какой-то старой, заброшенной. Там даже следов не было, только лосиные следы. Вот, вышли на эту речку, и потом несколько дней гуляли по ней. Вверх, вниз, везде ходили. И в одной такая низкая Низина такая. низина, у да, реки была. заросшая травой такая по пояс. Березняк, там такой лес, такой, елки да березняк. И шли и думаем, вот чаю бы попить нам. Что-то пить захотелось. Устали уже. Ага. Начали искать место, где бы это, ну, траву мять начали, чтобы костер сделать. Мяли траву, начали спотыкаться, а там, ну, когда траву примяли, увидели, что там старинная надья из березы, огромные такие вот березы. Они как в коме делали, палочки воткнуты, и береза на березе лежит, а в середине все прогорело. И, Вот. и колья вот эти березовые стояли. Колья с перекладиной. Из перекладины, да. Ага. Вот, и Игорь в этой траве лазил и говорит, о, что-то нашел. Вытаскивает чайник. Чайники старинные, вот если смотреть фильмы, там, начало 900-х годов, 800-х, он такой высокий, носик такой вот выгибающийся, крышка и душка железная. И он вот такой вот высотой вот был. Весь закопченный, ничего там не видно было. Вот, и что-то начали мы тереть этот чайник. Медный чайник, да? Да, вот начали тереть, смотрим, а у него, когда это нагар весь снимаешь, нагар-то толстый был, а у него цвет красный, медь. Взяли этот чайник, когда пошли, вышли на речку, а там песка много было, галечник мелкий-мелкий. И начали это, песком натирать его, вот эту всю фигню сняли, а там герб. На чайнике выдавлен прямо герб, двуглавый орел. Вот такая вот штука, вот такая находка была. Это очень древний чайник. Кто там ходил, это, ну и вся эта надья очень древняя, видать. Потому что вот эта береза стала в труху, превратилась. Ну, рассыпается, ее потрогаешь, только кора держит всю эту труху. Вот эти колышки, которые перекладину держали на костровище, они стояли, просто одна кора стояли. Мы их дотронулись, они просто раз и упали. Упала, да, рассыпалась. Внутри вообще даже трухи почти не было, одна кора стояла. Вот. И мы что-то этот чайник, конечно, не понесли с собой, потому что он тяжеленький такой был. А где-то там оставили. Вот такая у нас встреча была. Там, я не помню, год был, не был год там такой. На чайнике. Года не было выдавлено? Не, года. Нет, только вот этот герб царской. Мы же его весь не оттерли. Мы оттерли вот этот вот выпуклость эту вот и увидели, что там герб этот. Поразились. Удивились, что вот надо же такая. Царский герб с короной совсем. Это в советское время, когда эти гербы были запрещены. Да. То есть это еще до революции этот чайник жил. У кого-то, кто-то носил его. Ну, древние люди, наверное. То есть, ну кто там? Древние жители поселков. Ну, Начало 900-х годов, может быть, те времена. Когда люди подымались на шестах в самые верховья рек. Это нормально было для них. Без лодок, на шестах. На лодке, да. А ручьи, впадающие в эту речку, были небольшие ручьи, с которыми можно было перепрыгнуть. Мы по одному пошли, а там такая выбитая тропища. И думаем, как так? Откуда тут тропа такая? Аж прямо черная она была от этого, весь мох пробитый прямо на такую глубину. Шли по этой тропе, и потом в этой, как его, не знаю, ну в этой трухе следы увидели эти лосины. Это лосиная тропа, оказывается, была. Настоящая лосиная тропа, нечеловеческая.
Десятки лет пробивали они ее. Ходили по одному месту. Всю жизнь, наверное. Всю жизнь ходили, ага, по долине где-то. А там ручей весь заросший елкой. Вот прямо рядом с ручьем елки огромные, развесистые. И как-то я что-то почему-то, мы, наверное, расходились в разные стороны. Я что-то один там пробовал рыбачить с телескопической удочкой на этом ручье. А там жимолость, он заросший жимолостью по краям. То есть жимолость надо проломить, чтобы до ручья. И ручей резко опускался вниз, но он глубокий такой, по пояс, наверное, был. И в одном месте там дерево лежало, большое упало дерево, елка, поперек. И я там пробовал, думаю, харис, может быть, там есть, под этим бревном. И, короче, ловлю, пробую ловить там это самое. И тут, а весь ручей очень плохо проглядывается, он сильно виляет и весь в этих елках огромных. То есть видно там на 5-6 метров всего лишь. И слышу, что такое, и в воду бубух упало что-то. И идет по воде, шух, шух, шух. Я сел за жимолостью и смотрю, думаю, кто это, вдруг медведь? Ну, как бы, ничего же нету у меня, и как бы не хотелось бы встречаться с ним близко. Вот. Но я наблюдаю. А он все ближе, ближе, вот как, ко мне через эти повороты идет ближе, ближе. И вдруг, а я сижу за жимолостью, и вот тут ручей сразу опускается вниз. И выходит лось, здоровенный лосяра из-за елки в 5-6 метрах. И идет ко мне. И дошел до этого дерева, вот напротив которого я сидел, за жимолостью. У меня удочка вот так вот вверх торчит. Он не обращает внимания, подошел к этому дереву и думает, ему надо дерево не перелезть, потому что оно с ветками, ему надо выпрыгивать. И оно такое, этот лось такой в одну сторону посмотрел, в другую, и в мою сторону раз, так присел, сейчас прыгать будет. Я думаю, он сейчас прыгнет-то на меня. Я этой удочкой так, звук такой сделал, он повернулся и в другую сторону выпрыгнул. Выпрыгнул на другую сторону в 3 метрах и смотрит на меня, у него глаза огромные, потому что близко, коричневые, такие мудрые-мудрые, и смотрит на меня. Он никогда человека не видел просто. Смотрит, ты чё, говорит, тут сидишь? Потом развернулся и пошел, там пригорок такой в гору, а на горе еще один там. И если бы я не видел лося, я подумал медведь. И вот он туда пошел. Ну, может быть, лосиха у него там была. Гуляли такие они вот. Вот такие вот дикие места были. Да, интересно, конечно. А еще, когда мы ручей пересекали, который в эту речку попадает, а ручей там, видать, старые охотники ловили рыбу, когда осталось, весь ручей перегорожен был в таких кольях, старых кольях, прям чистоколом перегорожен. Загородка такая. Загородка. И проход небольшой, да? Такой небольшой проход, ага. И там морда стояла, по-моему, старая такая, сгнившая. Может быть, я уже морду не помню, да? Морда стояла, ага. Вот. И уже тоже все не рабочее, уже все старое, заброшенное. Может быть, там изба какая-нибудь, но мы избы не видели. Зато мы видели, помнишь, мы когда там, где спустились к реке, перешли на другую сторону и по бору шли. Там такой бор красивый, сосновый, высокий берег. Другая сторона низкая и прямо, внизу там вся. И вот по этому бору идем, и там огромные сосны, несколько обхватов. И с этой сосны такая ступенька сделана. То есть затес, а низ с такой полочкой. Потом мне рассказали охотники старые, что такие вещи ставят для этих самых самоловов. Там, видать, промысловики когда-то давно-давно, то, что чайник, то, что вот это место, это путик чей-то был. Там то ли капканы ставили, то ли самоловы какие-то вот на такие места. И вот этот вот бор, мы несколько там глухарей подымали, они взлетали, там кормились на брусничнике. Древний бор. Древний бор, да. Нетронутый вообще. Такой прозрачный, спокойный. Хорошо видно в нем, солнышко всегда светит. Ветхий бор. А мы ходили, вот этот товарищ, он делал раньше топоры. Хорошие топоры делал. С такой ручкой, каленые, он даже отдавал их в закалку где-то. Такие классные. Советские топоры срезали резаком
и делали такие, как томагавки. А потом закаливали их по новой. Вот. А у нас пилы не было с собой. Да, все топором делали. Огромные надьи делали. Спали. Потому что ходили в сентябре частенько. Да. И вот это один раз, ну, мы ночевали возле ручья, да, поставили лагерь, и деревья сухие были, только вот такие лиственницы огромные, вот такие толщины. Вот. А мой товарищ, он очень мудрый. Раз пилы нету, мы эту лиственницу рубили. Ну, просто топором он срубал, он в основном делал, а я уже помогал. Это был мастер рубки лиственниц. Ну, лиственница такая большая падала, мы там для ноги вот такие толстые делали, бревна, ложили, чтобы ночевать. Вот. Сделали, сидим, ну, возле костра разговариваем, звездная ночь, тишина, это в сентябре было. Звездная ночь, тишина, красота кругом, речка. Мы еще рыбы наловили, уху варим, едим. И вдруг в этой тишине слышим, сзади нас где-то, ну, метров, наверное, 25 или 30, пошел сильный-сильный треск, и огромнейшая лиственница свалилась. Прямо возле нас, недалеко. Это была гроза тогда. Ну может быть это другой вариант был, да. Это не вариант. Очень другой. Слушай, ну, Вот. И мы пошли, потом утром пошли, ну так страшно было, конечно, вначале. Потом, ну прямо возле костра так и ночевали, без палатки ходили. И когда пошли утром смотреть, там, где мы срубили эту лиственницу, возле нее такая же огромная, толстая стояла. упал. Да. И вот, видать, пришло ее время, и она просто упала. И Это в долине. в долине, да, возле ручья. Это была долина, да, мы хотели там встать лагерем около этой лиственницы. Вот еще вот то, что мотоцикл чуть не раздавили, а тут мы хотели встать в этом месте, где лиственницы вот это сухие стояли. Ага. И что-то нас, мы ушли за 15 метров от этой лестницы, в другое место встали. Да, возле речки стоит, Да. почему на самом берегу. И вот ночью, представляете, она упала. Она упала просто без ветра, без ничего, просто грохнулась. Именно там, где мы хотели встать. Вот такие чудеса случаются. А это, помнишь историю-то, когда гроза была? Я-то вспомнил. Короче, мы стояли там, у нас было такое место, 3 елки. Огромные-огромные развесистые стояли. И там еще в древности, очень давно, наверное, когда и чайник вот этот вот эксплуатировался, видимо, бивак у кого-то был. Там одно дерево лежало, упавшее, уже мхом поросло, листвянка. Оно высокое было, по колено. И с другой стороны такая, как защита. И это все закрыто было вот этими елками, лапами. То есть дождь туда не проникал. Угу. И нам понравилось место, мы начали убирать мусор. И увидели, что там старое кострище, какое-то старое-старое. Там развели, и вот у нас мы отражатели делали. С двух сторон. Вот надью, целлофана. да, надью ставили посередине, а по бокам ложились и отражатели, чтобы нам тепло отражалось на нас, чтобы ночью спать. Вот. И как-то вот мы там спали, и пришла гроза. Сильная гроза с ветром, ночью. Ночь была, хоть глаз кали, ничего не видно было. И громыхало там, молнии били прямо рядом. И, короче, ударила молния, мы аж подпрыгнули. И после этого треск, и что-то как грохнулось. И вот это вот грохот такой был, об землю ударился, знаете, вот как подпрыгиваешь. Вот такой удар был. Ну, ничего не видно было, конечно, мы никуда не пошли. Сидели там около Нади, подкинули дров, чтобы это не затушило Надию нам. Хоть навес был из елок, но все равно там чуть-чуть капало. Ливень был сильный. Ливень, да, ага. А потом утром, когда мы вышли и посмотреть, что там упало, подошли, а там в 15 метрах лиственница огромная стояла с 2 вот такими разветвлениями. То есть они были как в обхват, вот такие вот куски. И вот одну, она попала в середину молния и срубила вот один кусок этого дерева. Вот он грохнулся. Мы удивились, 15 метров от нас. Что-то деревья возле нас падают. Вот такие вот, ну Джека Лондона есть, это, когда придавило человека, упало дерево. Поэтому на этих местах мы не встаем, отходим. на 15 Внутреннее чутье какое-то присутствует, Да. вот, магия какая-то вот есть. Когда с лесом соединяешься, у тебя чувствительность повышается даже в будущее. Мгм.
Ну, благодаря этому мы еще сидим здесь. Потому что случаев таких в жизни очень много было, получается. То, что вспомнили сейчас пока. Ну да. А помнишь это самое про Луну-то? Тоже вот на этом месте, вот красивом, где елки закрывают, как-то мы тоже, это был начало сентября опять тоже, вот, и мы там биваком стояли, а ночь была ясная, это может быть там 10 сентября, вот примерно так, 6 сентября, уже морозец такой ночью, как бы, ну еще лед не образовывался. И вот была такая ночь, небо было усеяно, половина неба звездами, а с другой стороны, напротив, вот куда мы смотрели в долину, там была огромная луна. Знаете, вот когда луна поднимается из-за бугра, она еще, когда еще высоко не поднялась, она огромная, желтая, огромная. Было такое ощущение, что ты днем, потому что от деревьев такие эти самые тени были, и было все видно, только в таком сказочном варианте. Все пространство было окутано. И вот мы сидели около костра, даже это самое, отошли от костра, чтобы бликов не было, и любовались на этот бугор. Он весь покрыт лесом был напротив нас, и из-за него такая луна вот стояла, и вот этот вот весь берег, все эти лиственницы огромные, было все как на ладони. Это и тишина. Это фантастическое зрелище, Фантастическое. конечно. Мы были просто в восторге от этого. Даже слов не было. Сидели, любовались, созерцали это. Мы на берегу реки стояли тогда, и река тоже отражалась от луны, и поднимался небольшой туман над рекой. Вот такой. Такая тишина действительно была, что... Ну, просто замерли, смотрели, и как-то быстро луна поднялась из-за елок. Не было ее, звездная ночь была, а потом раз, и все. Ну, это моменты, это личные моменты, которые мы только можем их понять и вспоминать. Они очень сильно воздействуют на восприятие. Вот восприятие обостряется до такой степени, что ты в мир сказочный попадаешь. Да? Это Вот как в сказке. Да, бывают такие вот картины там старых художников, да. Вот есть там Васнецов или кто там рисует именно лунные ночи, вот эту магию. Но там что-то есть, да, в этой картине. А тут это было вживую. Тогда после того путешествия у нас было много таких вот... то есть мы принесли это, а потом это дело осознали, и вот сейчас они остались у нас, мы можем об этом рассказывать. Да. Картины, да. Ага. Много лет, 40 лет спустя. Да. Или 30 Ну а лет. что, уже прошло уже более 30 лет, как это вот все было. Да. Ладно. Добываем костер опять. Огонь добываем. Пока говорили, все, потух у нас костер. Да, все потухло. Уже костер провалился в снег, поэтому все тухнет. Не рассчитывали на долгое, поэтому трухля вся прогорела. Да. Красиво, а? Смотри-ка. Дым. Да, Буля, да. Да, девочка. Видишь, какой у нас огонь. Хороший. Слушай, Скажите, пожалуйста, зачем вы топор греете, а? сушу, чтобы не заржавел. Ну, он и так не ржавеет, наверное. Вот купил такой вот топор, всю жизнь с советскими ходил. Тут купил такой топор, то что вот он немножко толстый здесь, он хорошо разрубает чурочки. Не признавал такие топоры, что вот у него тут это самое, вот это вот соединение не ремонтируется. Простой топор-то сломался, ты его взял опять,
топорище сделал, опять вставил. А это уже, наверное, не получится, наверное. Ну, хотя можно придумать, наверное, когда будет У нас случай. сварочный аппарат есть. Не, в лесу. Когда дома-то ладно, а вот в лесу. Бывает просто очень далеко, там на неделю уйдешь, а потом надо как-то жить. Без топора какая жизнь? Да, Хорошего костра не сделаешь. и каши не сваришь. Да. Буля, что ж ты там накидала снега? Тебе же мокро. До свидания, спасибо. Снег уже проваливается, и мы, и мы уже будем сейчас идти. Мы будем сейчас идти до Бураньего следа. Немножко проваливать, может быть, а может быть еще не успеем провалиться. Надо уже. Ну-ка, иди-ка сюда. Ага. Давай, Булечка, иди за мной. Молодец. Твердая, да? О, ну все, вышли на Бураний след. Даже, Иди вперед. я бы сказал, на свой след вышли. Ну все, пойдем. О, ай, я провалился. Ну все, пойдем мы.